Вика, считай, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Вы готовы, да? Да. Татьяна, ну начинаем. Иднакар – настоящая жемчужина археологии Удмуртии. Несмотря на то, что археологи больше любят могильники, которые дают выразительный погребальный инвентарь, это городище, Солдырское первое городище, оно дало нам огромный пласт археологической информации, которая позволила восстановить средневековую историю населения Удмуртии. Если прийти на городище Иднакар сейчас, вы вряд ли поймете, что здесь когда-то жили люди. Сейчас на поверхности городища видны только многочисленные тропинки и небольшие всхолмления, которые остались от древних валов и рвов. А когда-то это было большое, очень большое, даже по европейским меркам, укрепленное поселение людей. В целом археологи считают по очень сложным расчетам, которых мы сейчас не будем касаться, что одномоментно в период наивысшего расцвета Иднакара там проживало порядка 1000 человек. Иднакар имеет два названия. Смотрите, городище Иднакар и Солдырское первое городище. Второе название – это то, как традиционно археологи называют вновь найденные памятники по ближайшему расположенному рядом населенному пункту, в частности, деревня Солдыр. А Иднакар – это его местное самобытное легендарное название. Еще в начале XIX века бытовали легенды, по которым на севере Удмуртии обитали удмуртские батыры, или богатыри, если переиначить на современный лад. Батыром, который имел самый главный надел, был Идна. И вот именно по его имени было названо городище Иднакар. Кар – это в переводе с удмуртского городище, место жительства получается, да, и вот это был его наделом, его уделом. Вот это сопоставление легенды и реально существующего памятника археологии будоражило умы ученых и археологов на протяжении всего XIX и XX веков. Археологическим обследованием этой территории стали заниматься больше 100 лет назад. Однако полноценные археологические раскопки начались только во второй половине XX века. Связано это было с тем, что долгие годы территория этого мыса, этого поселения была занята действующим кладбищем, действующей воинской частью, действующей электроподстанцией. Благодаря активной многолетней деятельности доктора исторических наук и профессора Маргариты Григорьевны Ивановой удалось отстоять этот памятник от дальнейшего разрушения. Были прекращены все хозяйственные работы на нем. Ему был присвоен статус памятника археологии федерального значения. И, собственно, Маргарита Григорьевна в течение более чем 35 лет возглавляла полевые раскопки Солдырского первого городища. Благодаря ее инициативе был создан музей-заповедник Иднакара. Он включает саму территорию, на которой расположен памятник, и выставочный зал, где сейчас хранятся все артефакты, найденные при раскопках. Сейчас мы можем сказать, что прямого отождествления легендарного Идны и данного городища не существует. Мы даже не можем сказать, что в это время, в IX-XIII веках, на севере Удмуртии проживали именно удмурты в том виде, в котором мы сейчас понимаем этот этнос. Но мы совершенно точно можем утверждать на основании данных антропологических исследований, что население чепецкой археологической культуры и древние иднакарцы, похороненные недалеко от городища, принадлежали к автохтонным финно-уграм, на основе которых и, собственно, произошли удмурты и другие родственные народы. Почти вся археология Удмуртии – это изучение дописьменного периода истории местного населения. К сожалению, мы не можем
как-то четко датировать процессы, происходящие в Прикамье и, в частности, в бассейне реки Чепцы. Однако датирующие находки и сравнение с материалами соседних регионов дают нам возможность проследить основные периоды развития прикамского населения. Городище Иднакар, появившееся, основанное здесь в IX веке, оно не было основано пришлыми людьми. Вся чепецкая археологическая культура, она выросла на местном материале. Эти же самые люди жили здесь же, и мы их называем население Поломской археологической культуры. Единственное отличие в том, что они предпочитали жить в верховьях реки Чепцы, там, где она тихая, спокойная, куда, я думаю, никто особо и не захаживал. А место для будущего городища Иднакар выбрано сознательно. На этой площадке раньше не находились другие человеческие поселения. И городище Иднакар расположено в таком довольно типичном для эпохи Средневековья месте, где должно было быть расположено укрепленное поселение. Это слияние двух рек Чепцы и ее притока реки Пызеп. В месте этого слияния находится очень высокий мыс под прямоугольной формы. И вот, расположившись на этом мысе, люди, получается, сразу с двух сторон были защищены рекой. И для того, чтобы защитить свое поселение, женщин, детей от каких-то набегов, им достаточно было только укрепить вот эту последнюю напольную часть своего поселения. Такое расположение памятников характерно для других восточноевропейских крупных городищ того времени. По этому же принципу было выбрано место для Московского Кремля, который располагался на высоком мысу в месте слияния Москвы-реки и реки Неглинной. Точно такой же высокий берег Волги в месте падения в нее реки Оки был выбран для Нижегородского Кремля. На протяжении 4 столетий, с 9 по 13 века нашей эры, городище Иднакар являлось центром объединения общности, которую археологи называют чепецкая археологическая культура. В нее входило порядка 120 археологических памятников. Это были городища, не такие большие, как Иднакар, но тоже центры своих округ. Это были окружающие их селища, где люди занимались в основном земледелием. И, конечно, могильники, где люди хоронили мертвых. Найденные за 35 лет раскопок археологические находки позволяют в полной мере оценить комплексность хозяйства, которое вело чепецкое население. О том, что они вели земледелие, нам говорят находки сельскохозяйственных инструментов. В частности, вот эта мотыга, которая была предназначена для рыхления почвы. Несомненно, важную часть комплексного хозяйства составляли такие традиционные промыслы, как охота и рыбалка. Об охоте и ее способах нам известно не так много. Однако некоторые находки, такие как клык медведя, позволяют предполагать, что они довольно успешно справлялись даже с крупной дичью. На Иднакаре найдено огромное количество костей животных, и это не только дикие животные, такие как медведи, лоси, северные олени, бобры, очень много костей домашних животных, крупного рогатого скота и лошадей. Развитие черной и цветной металлургии, которое мы видим у мастеров Иднакара, было на сопоставимом уровне с другими культурными образованиями Восточной Европы того времени. Несмотря на свое довольно уединенное местоположение, люди, живущие в бассейне реки Чепцы, имели довольно обширные торгово-экономические связи. Мы можем с уверенностью говорить о том, что они торговали с древнерусскими купцами. Мы знаем, что к ним попадали предметы Волжской Булгарии, поселения, которые располагались в Среднем Прикамье и в Приволжье. Кроме того,
Часть украшений, найденных нами на раскопках, имеют такое отдаленное расположение, например, бусы и некоторые другие украшения, они попадали к нам из Египта, с территории Ближнего Востока, из Средней Азии. Иногда в материалах-могильниках этого времени мы находим серебряные дирхемы. Некоторые находки импортные не столь очевидно. Глядя на них, никогда не подумаешь, что они прибыли откуда-то из-за рубежа. Однако, если рассматривать глиняную посуду, можно увидеть, что местные горшки, они слеплены ручным методом. А вот импортные булгарские горшки, они сделаны уже с использованием гончарного круга. Наличие на городище Иднакар вот этой гончарной посуды и распределение ее концентрации в разных местах городища, в разных сооружениях позволяет предполагать, что кто-то из булгарских мастеров жил на территории нашего иднакарского городища, а не просто привозил свою продукцию. В период своего наивысшего расцвета площадь городища Иднакар составляла порядка 40 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 5 футбольным полям. Такими размерами мог похвастаться далеко не каждый город. В археологической науке есть ряд признаков, которые позволяют отделить просто центр племенного образования от протогорода. И можно с уверенностью говорить, что Иднакар, он был уже на пути к статусу городского поселения. По археологическим данным нам удалось установить, что Иднакар был заброшен в XIII веке нашей эры. Несмотря на то, что Иднакар находился вдали от торговых путей и крупных центров, он находился в сфере влияния Волжской Булгарии. И во многом те процессы, которые происходили в то время южнее нашего региона, это и противостояние, а потом и торговые отношения, сложившиеся между волжскими булгарами и русским населением, это и пришествие татаро-монгол с востока, это все не могло не отразиться на жителях, живших в бассейне Чепцы. Несмотря на то, что мы не знаем, когда именно погибли или куда делись иднакарцы, мы археологически фиксируем, что в верхних, самых поздних слоях этого городища встречается большое количество железных боевых наконечников стрел. Находки наконечников стрел, которыми были атакованы местные жители, в совокупности со следами пожарищ говорят нам о том, что однажды этот протогород не перенес набега врагов. Кто это были, соседи или какой-то специализированный военный поход, мы не знаем. Однако знаем, что все выжившие ушли из этих мест. Возможно, они забрали мертвых с собой, потому что каких-то массовых захоронений погибших при набеге мы не зафиксировали. И следующие источники, иллюстрирующие население этого края, это уже только письменные переписи, датирующие 17 и далее веками, где приводится перечень поселений с указанием количества душ и каким-то преобладающим занятием. Вот эта вот лакуна длиной в 3 или 4 даже столетия – это белое пятно в нашей археологии. Значение Иднакара как средневекового финно-угорского городища для отечественной археологии очень велико. Благодаря его раскопкам, а между прочим он является одним из наиболее изученных городищ, в целом было вскрыто около 9 тысяч квадратных метров, что составляет 20% от общей площади городища. А благодаря его раскопкам мы видим, что финно-угорское население оно проходило те же самые градообразовательные процессы, которые были присущи всей Восточной Европе того времени. К сожалению, вследствие
ряда непреодолимых обстоятельств эти процессы были прерваны.